Приветствую, друзья! Вы на канале Йога с Анфисой. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте большой палец вверх, мне будет приятно. По вашим просьбам, сегодня мы разберем такое упражнение, как планка. В йоге оно называется Урдхва Дандасана, верхняя палка. Какие с ней бывают проблемы? Очень часто, вообще очень сложно ее делать, потому что слабые руки, непонятно, как все работает. Но самое опасное даже не то, что не получается ее делать. Очень часто после выполнения планки, а из каждого утюга доносится, что это очень полезно и нужно делать ее каждый день, 2 минуты, 3 минуты, кто больше. Но очень часто просто после выполнения планки болит поясница. И человек тогда не понимает, как же, она очень полезна, но у меня болит поясница, я ни ходить, ни сидеть не могу. Сегодня мы этот момент разберем, как сделать так планку, чтобы не болела поясница, а все тело укрепилось и подтянулось. Мы начнем с кошки. Положение на четвереньках. Опуститесь на четвереньки и обратите внимание на свои руки. Ладони поставьте на ширину своих плеч. Пальцы рук разводите максимально широко. Не складывайте вот так пальчики плотно друг к другу. Это неэффективно, нам нужна большая площадь опоры, поэтому максимально раздвигайте пальцы. Сейчас посмотрите на свои указательные пальцы. Сделайте их параллельными друг другу. Для этого нужно чуть в сторону развернуть кисть. Проверьте, что ладони стоят на одной линии. И сейчас отдайте внимание в свои плечи. Расслабьтесь и повисните в плечах вот так. Запомните это положение, это ощущение. Оно такое немного грустное, нос тянется вниз. Запомните это ощущение и старайтесь так не делать. Чтобы этого не было, нужно ладонями толкнуть пол. Если вам будет понятнее, то представьте, что вам нужно толкнуть пространство между лопаток вверх. Мышцы вокруг плеч должны быть собраны. И для тех, кто только начинает, само это действие уже может оказаться достаточным для того, чтобы плечи начали укрепляться. Поэтому, если вам сложно уже делать только это действие, толкать руками пол, значит, останьтесь здесь и пока работайте с этим. А мы идем дальше. Мы толкнули руками пол и проверили, что шея не зажата плечами. Если непонятно, подтяните плечи к ушам, а потом уведите плечи от ушей. И переместите внимание в область таза. Расслабьте живот и приподнимите попу кверху. Запомните это положение, так делать не надо. В планке от этого действия будет болеть поясница. Поэтому мы подкручиваем таз под себя, как бы подворачиваем хвостик, направляя копчик вниз и подбираем живот. Еще раз. Расслабляем живот, попу поднимаем кверху. Так не надо. Подкручиваем немного таз и подтягиваем живот. Запоминаем это положение. И сейчас у нас уже работают руки. Мы толкаем руками пол. И работает живот и таз. Таз мы подкрутили, а живот держим подтянутым. Это половина планки. Следующий шаг. Мы выпрямляем правую ногу. Ставим ее на носочек. Обратите внимание, не уводите ногу далеко назад, у вас не должны сместиться руки. Руки остаются вертикально, нога прямая, таз подкручен, собран живот. Это половина планки. Части людей этого будет достаточно, чтобы начать тренировать свое тело. Держите 30-40 секунд одну ногу, затем поставьте колено правой. Выпрямите левую, проверьте, что руки по-прежнему вертикально. Вы толкаете руками пол, подберите живот и подержите 30-40 секунд только левую ногу. Руки все время активны. Сейчас пришло время уделить внимание шее и голове. Потянитесь носом к полу. Забудьте это положение, толкните затылок вверх, задвигая голову назад. Подбородок подайте чуть на себя и старайтесь это положение удерживать. Для закрепления повторим еще раз. Потянитесь носом к полу. Так неправильно, от этого будет болеть шея. Толкните затылок вверх. Подбородок подожмите чуть-чуть к шее и представьте, что вы макушкой тянетесь вперед. Шея на месте. Проверяем, что мы ладонями толкаем пол. Руки работают.
Подкручен таз, собран живот и левую пятку толкаем назад. Сейчас поставьте левое колено, перенастройтесь, сделайте круговые движения плечами. Провисните в плечах, проверните плечи и снова оттолкнитесь. Чтобы понять это движение, вы можете встать или сесть и подвигать плечами. Вот это движение я делаю, стоя в кошке на четвереньках. Тем временем чуть собран живот. Хорошо. Оттолкнитесь руками, толкните руками пол, подбородок на себя, затылок вверх, макушка вперед. Подкручиваем таз, собираем живот, ставим правую ногу, левую ногу и проверяем, что все тело работает. Если как только вы выпрямили обе ноги, у вас сразу же завалилась поясница, попа приподнялась вверх, и вы почувствовали вот это характерное неприятное ощущение в пояснице, верните колени на пол. Не делайте этого. Вернитесь к варианту с одной ногой. Давайте сначала. Проверяем, ладони стоят на ширине плеч. Если не чувствуете, не понимаете, вставайте перед зеркалом, пусть вам зеркало подсказывает, правильно вы делаете или нет. Руки вертикально. Указательные пальцы друг другу параллельны, остальные оттопырены широко в стороны. Руками толкаем пол. Проверяем шею. Подбородок на себя, затылок вверх к потолку, макушка вперед. Подкручиваем таз, собираем живот, выпрямляем правую ногу, чувствуем, все тело работает. Левую ногу, держим живот, опускаем левую, снова правую, левую и держим все тело силой. Если вам уже легко, смещайтесь дальше вперед, переводя плечи дальше, чем запястья. Попу слишком вверх не поднимайте, это уже ближе к собаке мордой вниз. Нам нужно нейтральное положение поясницы. Устали? Отдохните. Колени на пол. Дайте кистям отдохнуть, потрясите. Вытяните руки вперед, пальцы широко в стороны и движение. Сгибаем кисти рук на себя вверх, на себя вниз. Несколько движений. В случае, если запястья вам вообще не дают делать планку, они устают сразу, и вы не можете, не хотите тратить время на их укрепление, это абсолютно, конечно, напрасно, нужно укреплять запястья, но тем не менее хочется делать планку прямо сейчас, делайте ее с предплечий. Это немножко сложнее, но зато легко для запястья. Давайте сделаем с предплечий. Встаем на четвереньки в кошку и опускаем предплечье на пол. Локоть встает на то же место, куда вставало запястье, ладонь. Проверяем наше плечо вертикально по отношению к полу. Теперь мы должны локтями отталкиваться от пола. Вот именно это действие-то и сложнее почувствовать здесь. Проверьте, вот вы провисли, потянитесь грудью к полу. Лопатки почти соединились, такая вялая поза, нос тянется к полу. Так делать не надо. Надо толкнуть локтями пол, так, чтобы натянулась кожа между лопаток. Подбородок на себя, затылок вверх. Делаем движение тазом, снова прогибаемся, подкручиваем таз, запоминаем движение подкручивания, удерживаем его и выпрямляем одну ногу, вторую ногу. И держим. Опустите колени на пол, отдохните. Много раз повторяйте снова и снова, чтобы лучше почувствовать, понять, как вы делаете, особенно если у вас вы дома одни. Снимите себя на видео, и вы сможете посмотреть. Особенно обращайте внимание на позицию поясницы. Если в положении на четвереньках в кошке вы не понимаете это движение, давайте его отработаем. Положите левую ладонь на лобковую кость спереди. Правую ладонь тыльной стороны на кресте сзади. И наклоните вперед
так, чтобы у вас появился прогиб в пояснице, и живот чуть вываливается вперед. Но живот сам по себе не вываливайте, вы живот подбираете. Это движение за счет таза. Попа вверх, живот вниз. И обратное движение. Таз под себя, копчик подкручиваем, а лобковая кость поднимается вверх. И несколько таких движений сделайте. Таз вперед, таз назад. Таз вперед, таз назад. Созвучно с тазом, который у нас есть в быту, да, и есть такая метафора. Представьте, что вы опрокидываете таз, и из таза вода выливается. И представьте, что вы возвращаете таз в вертикальное положение, чтобы вода осталась на месте. Вот здесь то же самое. Наклоняем таз вперед, вода выливается условно. И подкручиваем таз, таз возвращается в ровную позицию. Вот с этим движением активно поработайте. Оно важно нам во многих упражнениях в йоге. И в тадасане, ну и так далее. Сейчас на этом не будем зацикливаться. Давайте еще раз. Планка у нас. Ставьте руки на ширину плеч, колени на ширину бедер. Проверьте, что у вас указательные пальцы друг другу параллельны. Толкните руками пол. Проверьте, что шея не зажата плечами. Подайте подбородок на себя, затылок толкните вверх. Подкрутите таз под себя и подтяните живот. Снова руками сильнее толкните пол и выпрямите правую ногу. Если вам этого достаточно, по одной ноге пока, готовы, левую ногу и держим. И вот уже из такого собранного положения отрабатывайте и считайте время. Сначала удастся держать 20 секунд, 30 секунд, минуту и так далее. Уже какие у вас есть амбиции на этот счет. В любом случае, как только вы выполняете планку, вот вы все отстроили, как мы договорились, как только чувствуете, техника потерялась, все, делайте перерыв. Не нужно давать телу запоминать, как работать неправильно. Это лишнее. Отстроили, постояли, сколько можете держать технику, перерыв, передохнули и снова. Набирайте эти подходы, и пусть ваше тело будет крепким, здоровым. Благодарю вас за практику.